14 июля 1831 года недалеко от укрепления Тангичом предательским выстрелом в спину убит Байбулат Таймиев. Таймиева можно считать первым чеченским дипломатом, потому что именно он в разгар столкновений горцев с регулярными войсками предпринимал немало усилий для переговоров. Таймиев был гибким политиком и дипломатом. Интересы своего народа он хотел совместить с интересами России, чтобы гарантировать добрососедские отношения. В этой связи он неоднократно встречался и с царским наместником на Северном Кавказе генералом Ермоловым. Таймиев устанавливал также дипломатические контакты в Иране и Турции. В очерке «Путешествие Арзрум» великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин пишет: «Славный Байбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений. Они обедали у графа Паскевича. Слава Таймиева разнеслась по всему Кавказу. Власти несколько раз старались подкупить его, заманивая к себе на службу. Поняв, что уговорами и деньгами его не заставить отказаться от борьбы, царская администрация прибегла к коварству». 6 июля 1851 года Лев Николаевич Толстой переезжает в укрепление Староюртовское. В Чечню Толстой прибыл в апреле 1851 года и пробыл здесь до 1854 года. Именно здесь, на Кавказе, и начинается его литературная деятельность. Здесь он завершает и свое первое произведение «Повесть детства», с публикацией которой и происходит писательская слава. Впоследствии Толстой скажет, что Кавказ – это испытание силы и достоинства человеческого характера, с одной стороны, и восхищение бытом кавказских народов, не знавших крепостного гнета, с другой. Толстой остается одним из наиболее любимых чеченцами русских писателей. К примеру, несмотря на то, что в результате двух войн в республике почти не осталось памятников, памятник Толстому в станице Старогладовская Шелковского района сохранился. Здесь же находится и музей писателя, который удалось отстоять местному населению. 1 июля 1883 года с высочайшего соизволения в Чечне упраздняются Веденский и Аргунский округа. Тем же решением образовывается Терская область в составе новых 4 округов – Владикавказский, Грозинский, Начинский и Хасавюртовский. Кроме того, в Терской области создаются 3 казачьих отдела – Сунжинский, в состав которого вошла Ингушетия, Пятигорский и Кизлярский. До этого область делилась на 7 округов – Начинский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский, Хасавюртовский и Кизлярский. Деление на округа и на участки было не по национальному признаку, а чисто территориальное, то есть в территорию округа или участка могли входить как горские аулы, так и казачьи станицы. Принятые меры, по мнению руководства, должны были способствовать умиротворению горского общества и укреплению порядка в крае. Летом 1906 года, ввиду того, что Первая Государственная Дума оказалась недостаточно послушной, царское правительство разогнало ее и объявило о своем решении созвать Вторую Государственную Думу. Депутатом как Первой, так и Второй Государственной Думы от Терской области стал чеченец Таштамир Эльдерханов. Известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Эльдерханов родился 1 апреля 1870 года в селении Ехи. После распуска Думы Таштамир Эльдерханов возвращается в Грозный, но власти запрещают ему преподавание в школах Терской области, и он уезжает в Баку, где и работает в области просвещения вплоть до февральской революции. После окончания гражданской войны Таштамир Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме города Ростов-на-Дону. В 1929 году он вернулся в Чечню, где занимал ответственный пост в Грознефти. В 1921 году декретом ЦИК РСФСР была создана автономная Горская социалистическая республика со столицей во Владикавказе. В состав республики входило 6 административных округов, в том числе Ингушский и Осетинский. Чуть позже, 7 июля 1924 года, постановлением все того же ЦИК об образовании Ингушской автономной области в составе РСФСР с выводом из состава Горской республики создается Ингушская область. Примерно в эти же дни создается и Северо-Осетинская автономная область, причем административные центры двух областей располагаются во Владикавказе. Ингушская автономная область просуществовала лишь 10 лет, но за эти годы были достигнуты значительные успехи во всех сферах жизнедеятельности. Чуть позже постановлением в ЦИК РСФСР от 1933 года Орджоникидзе был передан Северной Осетии, а в 1934 году была образована Объединенная Чечено-Ингушская автономная область со столицей в городе Грозном, куда и вошла Ингушская область.
15 июля 1024 года родился знаменитый танцовщик, народный артист Махмуд Эсамбаев. Одаренный от природы необыкновенно выразительной пластикой тела, высоким ростом, совершенным музыкальным слухом и феноменальной памятью, Махмуд танцевал с тех пор, как помнит себя. Великий танцовщик Махмуд Эсамбаев ушел из жизни в начале 2000 года. Ему исполнилось 75 лет. По традиции его должны были похоронить в чеченском родовом селении Старые Атаги. Но война не позволила соблюсти традицию. Эсамбаева похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Близкие говорят, что военные события в Чечне ускорили смерть этого человека. В последние годы Махмуд жил с болью в душе. Как утверждают хорошо знавшие его люди, он страдал не меньше своих истерзанных земляков. Еще в 1995 году Махмуд в присутствии сильных мира сего проклял разжигателей Чеченской войны. В июле 1991 года Второй съезд ОКЧН заявил, что Чеченская республика не входит в состав СССР и РСФСР. Национальные отношения стали одним из сложнейших вопросов становления российской государственности. В начале 1990-х годов обозначились первые серьезные кризисные проявления в существующей системе государственного устройства СССР. В ноябре 1990 года на Первом съезде Общенационального конгресса чеченского народа была принята декларация о государственном суверенитете Чеченской республики. Вскоре под давлением Верховный Совет Чечено-Ингушетии принял декларацию о государственном суверенитете. Однако это не удовлетворило ОКЧН. Осенью 1991 года, после августовского путча, Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу подошла к грани прямого вооруженного вмешательства, что и явилось предтечей двух военных кампаний в Чеченской республике. 5 июля 2003 года на территории Тушинского рынка Москвы, который примыкает к аэродрому, где проходил рок-фестиваль «Крылья», с интервалом в 15 минут прогремели два взрыва. Во время взрыва погибли 16 человек, около 20 ранены. По данным МВД, взрывы совершили две женщины-смертницы. Сотрудники МВД не впустили двух смертниц на территорию Тушинского аэродрома, где в это время шел концерт. Смертницы подорвали себя рядом с местом проведения концерта, около касс. Мощность двух взрывов в Тушино составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, сообщил тогда министр внутренних дел Борис Грызлов. По его же данным, одно взрывное устройство взорвалось, второе лишь детонировало. На месте теракта на аэродроме Тушино следователи обнаружили паспорт одной из шахидок-смертниц на имя жительницы Чечни Зулихан Лихаджиевой, 1983 года рождения, уроженки села Курчелой.